Здравствуйте, ребята! Начинаем наш онлайн-урок по физической культуре. Тема урока – прыжки в длину с разбега. Цель урока – повышение уровня подготовленности обучающихся при владении технических элементов выполнения прыжков в длину. Требования безопасности во время занятия легкой атлетики. Учащийся должен выполнять прыжки, когда учитель дал разрешение, выполнять прыжки поочередно. После выполнения прыжка быстро вернуться на свое место с правой или левой стороны дорожки. Ребята, давайте начнем разминку с упражнения для шеи. Для этого ставим ноги на ширине плеч. Руки на пояс. Посмотрите, как это здорово получается у Илайки. Вращаем головой вправо. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь влево. Раз, два, три, четыре, пять. Следующее упражнение для рук. Складываем кисти рук вместе. Скрещиваем пальцы рук. Начинаем вращать кисти рук по часовой стрелке. Раз, два, три, четыре, пять. Против часовой стрелки. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, а теперь разводим руки в стороны широко-широко. Ладони вверх. Смотрите, как это делает Юлайка. А теперь, не торопясь, сгибаем руки к плечам. Сгибаем, разгибаем. Раз, два, три, четыре. Ребята, а теперь начинаем круговые движения рук. Раз, два, три, четыре, пять. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем разминку. Наклоны корпуса в стороны. Посмотрите, как это делает Юлайка. Дружно повторяем. Наклоны вправо. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь влево. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим к ходьбе. Ходьба на месте очень тонизирует. Голову держим прямо. Смотрим перед собой. Раз, два, три, четыре, пять. И последнее упражнение. Прыжки на месте. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Отталкивание и полет. И приземление. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим к основной части урока. История возникновения прыжков. Прыжки в длину – дисциплина, входящая в программу Олимпийских игр. Прыжки стали олимпийским видом спорта еще в эпоху античности. Однако техника их выполнения отличалась от той, что применяется в наши дни. Атлеты прыгали, держа в руках гантели от 1,5 до 4,5 кг. Отталкиваясь, приводили руки и ноги в параллельное друг другу положение. До приземления гантели отбрасывались назад, что удлиняло полет. Приземлялись прыгуны в 6-метровую яму, заполненную песком. Дальность прыжка была менее важна, чем стиль исполнения, поэтому сведений о том, на какую длину мог прыгнуть древнегреческий спортсмен, нет. В настоящее время на тренировках используют 3 основные техники прыжка – в шаге, прогнувшись, ножницы. Прыжок в длину с разбега имеет 4 фазы – разбег, отталкивание, полет, приземление. Рассмотрим каждую фазу по отдельности. Фаза разбег. Целью этой начальной фазы прыжка является придание телу прыгуна максимальной скорости, от которой в основном и зависит дальность прыжка. При этом длину разбега спортсмен определяет самостоятельно. Разгонную фазу разделяют на 3 этапа: старт, разгон, подготовка к отталкиванию. Отталкивание. От того, каким образом расположилась стопа в процессе отталкивания, во многом зависит результат прыжка. При отрыве от поверхности толчковой ноги ее коленные и тазобедренные суставы резко выпрямляются,
а маховая нога, также распрямляясь, устремляется вверх-вперед. Фаза полет. Воздушное перемещение представляет собой наиболее сложное звено в прыжковой технике. На этой фазе необходимо и сохранять балансировку тела при правильном поддержании его положения в воздухе и одновременно готовить оптимальные условия для приземления. Четвертая фаза – приземление. Существует три главных метода приземления: глубокое приседание, бросок вперед из одной из сторон, прогиб из приседа. Вопросы для закрепления нашей пройденной темы. Первый вопрос. Прыжки входят в программу Олимпийских игр? Второй вопрос. Какие виды прыжков вы знаете? Третий вопрос. Из скольких фаз состоит прыжок в длину с разбега? Четвертый вопрос. Назовите первую фазу прыжка в длину с разбега. Пятый вопрос. Перечислите фазы приземления. Подведем итог нашего урока. Рефлексия 5 пальцев. Берем белый лист формат А4, рисуем свою ладонь и подписываем каждый пальчик. Большой. Что вам понравилось на уроке? Указательный. Что узнал нового? Средний. Над чем задумался? Безымянный. Что возьму к себе в копилку? Мизинец. Что еще хотелось бы вам узнать? На этом наш урок окончен. До свидания.